середины октября больницы в Китае переполнены пациентами с респираторными жалобами, что вызывает опасения по поводу новой эпидемии. Всемирная организация здравоохранения обратилась в Китай с просьбой предоставить дополнительную информацию о недиагностированных случаях пневмонии, которые, как сообщается, распространяются среди детей на севере страны, и призвала людей принять меры для снижения риска заражения. Китай обрушился с критикой на Соединенные Штаты, заявив, что эсминец с управляемыми ракетами класса Арлей Бурке USS Hopper незаконно вошел в их территориальные воды. США, с другой стороны, утверждали, что перемещение судна производилось в соответствии с международным правом в рамках прав и свобод судоходства. «Газпром», крупнейший российский экспортер природного газа, объявил 25 ноября, что установил новый рекорд по поставкам в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». В «Газпроме» также напомнили, что рекорд суточных поставок газа в Китай в последний раз был побит 23 ноября. Поставки российского газа с месторождения Чаян в Республике Якутия в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начались в конце 2019 года. Министр иностранных дел Японии Камикава Йоко и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в Пусане в рамках совещания министров иностранных дел Южной Кореи, Японии и Китая, организованном Южной Кореей. В ходе встречи министры договорились прилагать усилия для улучшения двусторонних отношений между Японией и Китаем путем выстраивания взаимовыгодных отношений. Отмечается, что начальник Генштаба ВС Израиля Герцог Халеви одобрил план нападения на сектор Газа после 4-дневной гуманитарной паузы в боевых действиях. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вчера также посетил оккупированную северную часть Газы и дал понять, что Израиль продолжит свои атаки после гуманитарной паузы.